Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ингушские псевдопатриоты возвели Цуцега Кхалсага до звания героя. Уже начали сочинять небылицы о том, как это женоподобное существо якобы давил весь чеченский народ и что его боялись все чеченцы. Конечно, все это смешно, что чеченцы, бросившие вызов самой сильной империи, боялись эту женщину. Аргументом для сказочников является некая поэзия или якобы чеченская песня, где упоминается шкура Кхалсаг. Казалось бы, чеченцы, показавшие место Ермолову и всяким дельпоца, самые отъявленные палачи и убийцы чеченского народа, которые так и не смогли сломить дух чеченцев, а тут появился какой-то Кхалсаг и запугал чеченцев. Все это выглядит очень по-ингушски сказочно и неправдоподобно. В данной книге есть отрывок, рассказывающий о похождениях в Чечне ингуша Уцыги Малсаги, как он давил чеченцев, как его боялись все представители этого народа, мужского, так и женского пола. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1897 год. И вот пронеслась молва, говорят, Саадулла Бетигович, увы, как подстерегает овец голодный волк, увы, так и Чечня высылает Саадуллу Бетиговича в засаду против Малсага. И, как сказывают, храбрые гехинцы подле него, увы, а сами вызывают к себе назрановца Малсага. Погибель тебе, Малсаг, не спасение, увы. Когда из Малой Чечни отправили Саадуллу Бетиговича и когда, увы, говорят, Малсага поймали, каждый гехинец смеется. А когда говорят, Малсага убили, назрановцы плачут. Он сам, Саадулла, вызывает на бой назрановца Малсага. Начинают гехинцы, по его приказу, стрелять из маджарских ружей, начинают махать лучшими шашками, чем Тиерсмаймальская, и возбуждают дрожь у гордых молодцов назрановцев. Начинают гехинцы рубить их круглые головы. Увы, Саадулла ударил и скатилась голова Малсага, и вот гехинцы отправляются в дорогу с набранную военную добычей, а вражье оружие уже опоясано у их бедре. Они джигитуют, скача вперед, на вражьих конях. Увы, с Саадуллою спокойно воротились домой гехинцев. Гордые молодцы. Как мы видим, Саадулла во главе своих односельчан-гехинцев заставил плакаться и просить о прощении гордых молодцов-ингушей во главе с Кхалсагом, которые реально поверили в свои силы и думали, за спинами русских штыков они могут себе позволить бесчинствовать на земле чеченской.